Главные события дня в студии Султания Ситакаева. Добрый вечер и прямо сейчас о таких событиях. Крымский мост, который изменил жизнь крымчан, празднует свой первый день рождения. В Ливаде установили памятник основателю поселка Ламброса Кационису. В курортном городе Евпатория обновят трамвайную систему. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в селекторном совещании по вопросам исполнения поручений президента под председательством Дмитрия Медведева. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Обсуждались поручения правительства Российской Федерации о безопасности детского отдыха и повышении доступности дошкольного образования. Дмитрий Медведев отметил низкую исполнительную дисциплину федеральных и региональных властей при выполнении некоторых поручений президента Российской Федерации. Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по нескольку раз переносят. В Крыму в этом году будет введены в эксплуатацию 16 построенных объектов и 6 реконструированных. Об этом сообщил Сергей Аксенов, выступая с докладом. У нас с 2019 по 2022 год, Дмитрий Анатольевич, будет введено в эксплуатацию, планируется, подтверждено финансовыми средствами 122 объекта дошкольного образования. В общей сложности это даст дополнительно 19 тысяч мест до 2022 года, и Республика Крым в полном объеме на 100% потребность по детским учреждениям от 3 до 7 лет закроет. Крымский мост празднует свой первый день рождения. Период до и после, как все начиналось и что мы имеем сейчас. Стройка века, визитная карточка полуострова, мост, который изменил жизнь крымчан и жителей материка. Наш корреспондент София Шукурова готова с моста рассказать все подробности. Год с момента открытия Крымского моста. Сегодня у журналистов уникальная возможность постоять подарками. Это стройка века. Действительно, мост, который объединил два берега, сегодня визитная карточка полуострова. Инженеры сделали невозможное. За 2 года и 3 месяца они возвели 19 километров. Этот мост изменил жизнь многих. В Керчи и Тамане сразу на 2 берегах вспомнили строительство Крымского моста. Жителям показали документальный фильм «Крымский мост. Сделано с любовью». Единственное, чего нет у Ришата, так это жены. Причем жена должна быть обязательно из Крыма. Ришат Халилов, программист из Тамани, построил большой дом. Пока строился мост, Ришат искал в Крыму невесту. Он тратил немало средств на паром. В итоге встретил свою судьбу в родной Тамани. Сыграли свадьбу. Дочь родилась буквально за месяц до запуска автодорожного движения через Керченский пролив. Растем, и вместе с эмоциями, вместе с этой историей мы тоже растем. Мои родственники очень много в Крыму. Безумно много. И с постройкой этого моста это прям облегчило жизнь. Мы теперь ездим друг к другу. Просто пить кофе для нас расстояние не имеет значения. Раньше это занимало день-два. Сейчас мы можем за пару часов съездить туда-обратно, и это очень круто. Это прям объединяет семьи, объединяет все. О строительстве главной артерии, которая объединила бы материк и полуостров, мечтали во все времена. В 2015 году строители и инженеры выбрали место. И уже в 2016 началась грандиозная стройка. За работой следили и ждали открытия миллионы людей. Крымский мост рос с каждым днем, и причем по необычайной схеме. Обычно мосты строят от берега к берегу, но Крымский мост рос из воды. Сначала строители возвели технологические площадки, а оттуда, подвозя технику и материалы, возводили основной мост. Погружение свай, сооружение опор было новизной, так как были определенные жесткие требования. Сооружение русловых опор – это уникальная операция в условиях штормового моря и схождения 2 морей Керченского пролива. Было не просто ежедневно. Ежедневно принимались какие-то неординарные решения, которые позволили прийти к желаемому результату. Мы видим, с какой благодарностью водители, которым приходилось сутками, часами стоять на паромной переправе, сейчас в течение получаса перебираются через мост. Все строители вложили свою душу в него во имя того, чтобы был соединен Крымский берег с Кубанским берегом. 15 мая 2018 года завершилось строительство автодорожной части. Утром в 5:30 16 мая было открыто движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В торжественном открытии принимал участие президент России Владимир Путин. Он за рулем самосвала КАМАЗ возглавил колонну строительной техники в сторону Крыма. После курортного сезона 1 октября было открыто движение для грузового транспорта. За год работы
реконструкцию моста им воспользовались 5 миллионов машин, 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Специальная служба создана была, эксплуатационная, состоящая из более чем 100 человек и 35 единиц специализированной техники. Прошел год, и, естественно, строители, которые сейчас продолжают реализацию проекта по железнодорожной составляющей транспортного перехода, видят эти результаты, и мы гордимся тем, что мост востребован, такая большая интенсивность. С открытием моста в Керчи выросло число туристов. Город, который всегда считался тупиковой точкой на карте полуострова, теперь первым встречает туристов с материка. На сегодня мост – это возрождение Крыма. К нам поехали просто отдельные люди, делегации. Самая главная популярность – это Великий Аджимушкай. Это мемориальный комплекс Аджимушкай. Но и не могу не назвать, что и такие музеи, как Ильтигенского десанта, это тоже, потому что многочисленные родственники из Тамани, Краснодара, Ростова, Анапы, Кавказа, они все здесь. Сотрудники компании-грузоперевозчиков из Симферополя поздравили строителей с первой годовщиной Крымского моста. Водители подарили инженерам и рабочим тематический торт с арками. Крымский мост самый протяженный в России. Его длина 19 километров. Сейчас на подходах к мосту с двух сторон, с Кубани и Крыма, трудятся до 5000 человек. Они подводят железнодорожную часть. И уже в декабре этого года здесь поедут поезда. Глава Крыма Сергей Аксенов провел повторное совещание в Керчи с участием представителей городской администрации и местными жителями. Выяснилось, что из 100 поручений, данных главой еще в феврале, не выполнена даже половина. Какие вопросы до сих пор беспокоят жителей Керчи, знает Фатиме Сейдаметова. Рабочий день главы республики начался с увольнения замглавы администрации Керчи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Евгения Адаменко. Сегодня уволен замглавы администрации, начальник управления, начальник МУПа Керчь-Жилсервис. Ну, просто на самом деле, то есть вопросы элементарные, не стоящие выеденного яйца. Ну, так нельзя, в конце концов, надо слышать друг друга. Сергей Аксенов, как и обещал на предыдущем совещании в Керчи, навестил город повторно. Как выяснилось, поручения реализовались только наполовину. На жалобы местных жителей администрация реагировать не спешит. Единственное, что не обращается внимания на то, что мы хотели бы, что акты, которые подписывают выполненных работ, были озвучены не просто в натуральную величину, а были озвучены суммой. Этого пока не делается. Но существует, конечно, очень много домов, которые, можно сказать, ничего не делается. Вопрос с уборкой мусора в городе также остался открытым. Как сообщил глава республики, экология города оставляет желать лучшего. На территории Керчи насчитывается 7 свалок. Они неприятно пахнут, периодически загораются и портят общий вид города. Тем самым доставляя дискомфорт местным жителям. На совещании глава администрации города заявил, что до конца месяца ликвидирует 6 свалок. По поручению Аксенова с прошлого совещания в течение месяца в городе-герое должны были появиться новые мусорные площадки. Если вы хотите увидеть мусор в городе, он везде, далеко ходить не нужно. В каждом углу каждый сантиметр. Но коммунальные службы не выполняют свою работу. А вот то, что касается веток, травы, и плюс люди делают ремонт, никто не хочет платить деньги, вывозить крупногабаритный мусор. Они все скидывают здесь. Люди вынуждены вывозить бытовые отходы самостоятельно. Говорят, встретить дворника в последнее время практически невозможно. К сожалению, набрать на зарплату 20 тысяч не представилась возможность, только трудоустроилось 12 человек. Пошли каким путем? Дополнительно заключили контракты на уборку города с нашей колонией, где нам дают от 8 до 10 единиц в одном звене до 3 звеньев. И пришлось разбить на ряд направлений по санитарной уборке города на мелкие закупки. Во время совещания жители жаловались и на хамское отношение со стороны водителей маршруток. Неуважение проявляется даже к пенсионерам. Водители в автобусах зачастую, предъявляют претензии, что это, мол, ваше удостоверение недействительно. Но есть удостоверения, которые не могут быть заменены вот этими, которые сейчас предложены как альтернатива. Поэтому требуется от чиновников, от представителей транспортной организации уточнить, вплоть до того, что даже предъявить зрительно, какие документы сейчас имеют право на льготный проезд. Оставить без внимания состояние городских дорог также невозможно. Испорченное дорожное полотно беспокоит и пешеходов. Когда-то свободные заасфальтированные площадки сейчас превратились в разбитые парковочные места.
С одной стороны, неправильно сделали дорогу, идет сток прямо во двор. С другой стороны, разъездили машины, потому что ставят все, кто ездит на рынок, ставят машины во дворе. Практически детской площадки уже, можно сказать, нет. И когда дождь, то пройти ни в один подъезд невозможно. На решение этих и других вопросов Сергей Аксенов дал главе города 2 недели. Я через 2 недели приеду, и если вот будет все в такой же стадии, будут очень жесткие решения. Возможно, административные приемы прямо на месте. Сергей Аксенов предупредил чиновников о жестких последствиях. Уже завтра выездное совещание по проблемным вопросам состоится в Ялтинской администрации. Фатиме Сейдометова, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Улично-дорожные сети, наружное освещение, текущий ремонт дорожного покрытия, зеленые насаждения и покос травы. Эти и другие вопросы благоустройства города обсудили сегодня на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя. Также участники представили информацию о состоянии домов, которые обслуживает жилсервис. Особое внимание Наталья Маленко поручила уделить составлению конкретных планов работ по каждому дому. На повестке дня и празднование Дня города. В планах насыщенная программа, гости из разных городов республики и из Санкт-Петербурга. И самое главное – сделать крымскую столицу еще красивее. Пушкина была провалена в нескольких местах. Мы сделали то, что должны были сделать, поняли причину, по которой это происходит. Сегодня мне трудно сказать вам, что это недобросовестность, непонимание или что-то еще, но как устранять все то, что происходит с плиткой на Пушкина, мы понимаем. Будем это стараться устранять так, чтобы жителям было удобно в течение дня передвигаться, может быть, или пораньше эти работы делать, или будем ограждать какие-то. Но к Дню города, я думаю, что вот все, что возможно, мы выровняем, а дальше все-таки дойдем до того, что вся плитка будет нормальной. В Симферополе началась очистка ливневок. Сейчас работают 2 специализированные бригады. Одна занимается заменой ливнеприемников, вторая – промывкой системы приема и отвода стоков. Работы ведутся на магистральных улицах города – Киевской, Севастопольской, Беспалова, проспекту Победы. Наступлением теплого времени года мы ежедневно работаем по очистке. То есть это у нас есть каналопромывочные машины Scania, которые чистят приемные колодцы и также отводы к центральному коллектору. Где-то приходится сам приемный весь конструкцию бетонную восстанавливать, отливать и потом устанавливать новую смесь с-чайкой и решетку. Политическое пространство и социальное время. Правда или ложь в политике и искусстве. 36-й Харакский форум прошел в Ялте. Международная встреча собрала около 100 ведущих ученых, политиков и социологов. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Севили Меметовой. Картьян Целнес вот уже 20 лет приезжает на Харакский форум. Крым его привлекает не только красотой, но и этническим многообразием. Здесь он знакомится с участниками, изучает мнения, а потом использует этот материал в своих статьях. Сегодня я буду говорить об информационных войнах, в том числе и о фейковых, ложных новостях. Это присутствует в западных и восточных масс-медиа. Новости подаются дефектным образом, и при вещании они вызывают запрограммированный, предубедительный эффект. Харакский форум проходит дважды в год, весной и осенью. Солнечная Ялта принимает иностранных гостей со всего мира. Сегодня основные темы докладчиков – развитие гуманитарных дисциплин и научная дипломатия. Консолидация всех национальностей, всех народов – это одна из самых важнейших проблем и тем на данный момент, особенно в Крыму. Нам бы хотелось, как крымчанам, чтобы весь мир узнал истинную правду о нашем референдуме, о нашей жизни, о теперешних достижениях, о полностью интеграции в российское пространство как Крыма, так и каждого человека, как личность. На форуме представили интерактивную презентацию, посвященную 5-летию Крымской весны. Она работает через специальное приложение. Достаточно навести камеру смартфона на картинку со штрих-кодом, и можно увидеть масштабные события полуострова за этот период. И люди приезжают, они знакомятся с такими же людьми
из регионов России видят, что здесь на самом деле все не так, как представляется средствами массовой информации западных стран и, соответственно, Соединенных Штатов Америки. Форум продлится до 17 мая. В последний день организаторы продемонстрируют выставку норвежской культуры, а также пройдет школа молодого политолога, где студенты вуза выступят с докладами об актуальных проблемах полуострова. Севиля Меметова, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. Герой Греции, капитан российского флота, успешный предприниматель. В Ливадии прошло открытие бронзового бюста основателя поселка Ламбросу Кационису. Памятник установили на территории Ливадийской средней школы имени Рассадкина. В торжественном мероприятии приняла участие и наша съемочная группа. Бурные аплодисменты и море эмоций. Теперь территорию Ливадийской средней школы имени Рассадкина украшает бюст греческого героя. Ламброс Кациони дорог как грекам в Греции, так и крымчанам, россиянам, грекам, проживающих здесь, в Крыму. Почему? Потому что этот человек является подражанием любви и патриотизма к двум родинам, и к Греции, и к России. Родившись в Греции, он отдал все свои силы, все свое мужество на служение именно Российской империи. Стихотворение и песни о родине, национальная музыка в исполнении оркестра, традиционный танец сиртаки от юных талантов создали праздничную атмосферу. По словам Ивана Шонуса, когда-то ребята именно этой школы спасли бюст от вандалов. Символично, что новый бронзовый постамент установлен на территории учебного учреждения. Педагоги и школьники, жители поселка, основателем которого является Ламброс Кационис. Место он назвал в честь своего родного города в Греции – Ливадия. Греческий патриот и русский офицер, талантливый флотоводец и просто герой. Герои живут столько, сколько о них помнят. Ламброса Кациониса не забывают. История Кациониса тесно связана с Крымом. В 17 лет он попал в российскую армию, в которой прослужил 35 лет. Во время направления Екатерины II оборонял от вражеских войск границы полуострова. На уроках истории и на внеурочных мероприятиях нам рассказывали о Ламбросе Кационисе. С него можно брать пример. Он был большим патриотом и учит нас тому, что надо любить свою страну. Прошло 200 лет с его смерти, со дня его смерти. Но мы его никогда не забудем. Установка бронзового бюста полковнику российского флота и дворянину, инициатива автономии греков Крыма Таврида, администрации города Ялты и общественной организации «Герои Крыма». По словам организаторов, теперь местные жители будут больше знать об основателе поселения. Я считаю, что надо так поднимать именно всех героев, которые могут быть примером для наших детей, для наших последующих поколений. Следующий памятник общественники планируют установить крымскому татарину, выдающемуся детскому хирургу Гирею Баирову в Алуште. Имя этого человека увековечат на территории республики впервые. Фатиме Сейдаметова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. В Республиканском пресс-центре состоялась презентация книг, выпущенных за счет бюджета Республики Крым. Книга «Далеких лет. Светлая память» рассказывает о жителях Джанкойского района во времена войны. Старые фотографии про оккупированный во время Великой Отечественной войны Симферополь. Издание «Крымский альбом» состоит из 3 больших разделов: «Народы Республики Крым», «Архитектура Крыма» и «Природа полуострова». Издания будут представлены в Республиканской библиотеке Франко. За счет средств бюджета Республики Крым 5 лет, уже 65 книг мы выпустили наших крымских авторов. Это около 55 тысяч экземпляров мы выпустили. В Евпатории обновят трамвайные пути. Крымский филиал главгосэкспертиза одобрил такую инициативу городских властей. Как обстоят дела с этим видом транспорта, узнал наш корреспондент Руслан Минаев. Здравствуй, трамвайный город. В Евпатории этот вид транспорта является визитной карточкой города. Трамваю здесь даже ставят памятники. В качестве памятника к столетию евпаторийского трамвая установлен вагон марки «Готта». Трамвай 1957 года сборки. Построен по немецкому проекту. Позднее в Евпаторию начали поставлять вагоны чешской марки «Татра». Немецкие и чешские трамваи ходят по так называемой узкоколейке. Ее ширина составляет 1 метр. В России практически у всех трамвайных систем ширина колеи составляет 1,5 метра. Исключение составляют лишь Пятигорск, Калининград и Евпатория.
Схема трамвайных путей с момента ее создания практически не изменилась. В городе по-прежнему действуют 4 пассажирских маршрута. В годы Первой и Второй мировых войн трамвай в Евпатории не работал. Полностью трамвайная сеть заработала к 50-м годам. С тех пор колея не обновлялась. Их заменой по заказу города займется крымский филиал главгосэкспертизы. На данный момент в главгосэкспертизе прошло защиту обоснования инвестиций. Город успешно защитил. Так что можно с большой уверенностью сказать, что реконструкция трамвайных путей в городе Евпатория будет проведена. Реконструкция включает в себя полную замену трамвайных путей, обновление контактной сети и обустройство остановок. На некоторых участках вместо одностороннего движения появится двухстороннее. Также увеличится и скорость движения трамваев. Муниципальные службы уже приступили к обновлению шпал на аварийных участках. По капитальному ремонту фактически его не проводилось. Были проведены только ремонт как наболевших участков пути. Это все разъезды в основном мы старались менять. В марте на одном из таких разъездов нашли приваренный 1,5-метровый отрезок английского рельса 1879 года выпуска. Рельс теперь бережно хранится на складе трамвайного управления в Евпатории. Руслан Минаев, Герай Абдулаев, телеканал Милет. «Жизнь свеча» – музыкально-литературный вечер под таким названием прошел в Симферополе. Здесь отметили 140 лет со дня рождения классика крымско-татарской литературы Асана Чергеева. В библиотеке имени Исмаила Гацпринского собрались родные, близкие, поэты и представители крымско-татарской интеллигенции. Асан Чергеев был многогранной личностью и знатоком детской психологии, поэтому с особым мастерством писал для самых маленьких. Его книга «Что говорят животные» внесла большой вклад в развитие крымско-татарской детской поэзии периода 20-х годов прошлого столетия. Поэт увлекался не только поэзией, но и общественной деятельностью, способствовал открытию крымско-татарского театра. Я с самого детства знаю, что мой дед был прославленным человеком, то есть классиком крымско-татарской литературы. Кроме этого, я его знаю как человека очень честного, порядочного, офицера Первой мировой войны. Об этом мы тоже знаем в семье, храним память об этом. О том, что он был учителем, он был очень часто в Крыму, был активным сподвижником многих дел. Сегодня в Крымско-татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию в Крыму Международного дня музеев. В зале собрались работники музеев, театров. Прозвучали приветствия почетных гостей и, конечно же, концертная программа. Кроме этого, подвели итоги республиканского конкурса музеев-2019. За 5 лет, которые прожили наши музеи, мне кажется, нет человека, который не видит изменения. Безусловно, очень обновлена вся материально-техническая, реставрационная, реконструкционная база. Но самое главное, что музеи стали жить по-новому. Они перестали, если можно так сказать, считать копейки, потому что вот предыдущий период, все, что музей за сезон зарабатывал, а все-таки живут музеи в сезоны, практически все уходило на заработную плату. Сейчас, в российском периоде, содержание, заработная плата, коммунальные, государство берет на себя. И все, что зарабатывает музей, идет на развитие. А за особые заслуги наградили музейных работников республики. Чахса у нас, большое спасибо, мы очень благодарны, рады. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег, музейных работников с этой датой. В библиотеке имени Исмаила Гацпринского презентовали сборник стихотворений Исмета Меджидова «Кальбымнын седасы. Голос Родины». Такое название выбрано не случайно. Исмет Меджидов всю жизнь проработал шахтером, но питал особую страсть к музыке и творчеству. В книгу вошли стихотворения, загадки и переводы зарубежных поэтов. Все это опубликовано на крымско-татарском и русском языках. Среди всех произведений и слова к песне «Крым-Кызы». Исмет Меджидов посвятил ее своей жене Алие Бахшиш еще в 1961 году. Она, в свою очередь, в память о супруге выпустила этот сборник 200 экземпляров. Для него важно было написать, порадовать, спеть детям, внукам, правнукам оставить. Он никогда не думал напечатать, чтобы его где-то отмечали, о нем говорили. Это был скромнейший человек с уникальной
памятью, феноменальной памятью. Опубликована только треть всех произведений Исмета Меджидова. Алия Бахшиш в будущем планирует издательство еще нескольких сборников. А сегодня я буду только дарить. Сейчас Рамадан Ая. Сегодня я буду только дарить. Пусть в этот священный месяц Аллах дарует всем здоровья, счастья и радости всем. Нужно творить только добрые дела. Поэтому я делаю такой подарок для пришедших гостей. Мечта крымского дворника сбылась. Татьяна Пантелеева целую неделю впервые отдохнула в Москве. Болгарский журналист Борис Анзов показал женщине достопримечательности столицы и подарил незабываемые эмоции и впечатления. Чемпионат по силе духа. В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялось соревнование по карате. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из крымских вузов. Каратисты состязались в нескольких весовых категориях: удары в прыжках по груди и голове, выброс ноги вперед. Спортсмены продемонстрировали навыки мастерства. С каждым годом число желающих заниматься этим видом боевого искусства становится все больше. Среди них есть и девушки. Девушки участвовали у нас в гимнастических комплексах. Это девушки, которые не являются спортсменками. То есть они занимаются всего лишь 3 месяца. Ребята же, они готовились, у кого-то была спортивная подготовка со школы еще. Поэтому мы здесь, учителя физической культуры, преподаватели физической культуры, оказываем на молодежь определенное влияние в их жизни. Для всех участников этот поединок стал дебютным. В этом году планируется проведение еще 4 таких чемпионатов. Следующий пройдет 25 мая в Симферополе. В Ялте состоялся чемпионат и первенство Республики Крым по легкой атлетике. За победу боролись 337 спортсменов из Крыма и Донецкой Народной Республики. Победители будут представлять полуостров на Кубке России в Сочи и на чемпионате и первенстве ЮФО по легкой атлетике в Краснодаре. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Милет. Хорошего вечера.